На какой срок предоставляется земельный участок? Анатолий Петрович, договор безвозмездного пользования земельным участком составляется сроком на 5 лет, ровно на 5 лет. В течение этого срока вы должны освоить, использовать свой земельный участок. После 3 лет вы подаете декларацию, и до истечения 5-летнего срока за полгода вы можете подать заявление на предоставление земельного участка в собственность либо в аренду. Если вы не используете земельный участок и договор у вас был зарегистрирован, но вы не используете земельный участок, и по истечении 5 лет он просто прекращает свое действие. Что происходит с земельным участком после истечения 5 лет и летнего договора безвозмездного пользования? Анатолий Петрович, по истечении 5-летнего срока договора безвозмездного пользования, если вы заинтересованы в получении в дальнейшем этого земельного участка в собственность, вы можете подать заявление и представить этот земельный участок, уполномоченный орган, представить этот земельный участок в собственность вам, либо в аренду. Если он использовался и никаких нарушений в сфере земельного законодательства у вас не было, то положительный ответ, наверное, будет. А если вы его не использовали, просто договор прекратит свое существование. То есть прекратит срок, срок прекращается и все. Коллективная заявка в количестве скольки человек оформляется? Ольга Васильевна, в коллективном заявлении максимальное количество граждан, это 10. 10 человек могут собраться в одну группу и подать заявление. Более 2 и до 10. Вот такие критерии. Можете подать индивидуально, это вы один человек, а если у вас 2, это уже называется коллективное. Можно ли изменить целевое назначение полученного гектара, если ранее он был уже определен? Нургена Михайловна, если вы решили подать заявление на сформированный земельный участок, уже который образован и стоит в государственном кадастре недвижимости, вы можете выбрать такой участок, если он не принадлежит никакому праву третьим лицам, и даже если вид разрешенного использования установлен иной, который вы хотите себе присмотрели и хотели себе взять, то вы можете также поменять вид в течение года. С момента заключения договора поменять на тот вид, который вы хотите. Но здесь надо тоже не полагаться на случай, а знать, какие виды разрешенного использования разрешены установлены в территориальной зоне, в которой спрашиваем в земельном участке, где он находится. Если это внутри населенного пункта, здесь у нас и градостроительные документы имеются, правила землепользования и застройки, в котором весь населенный пункт разбит на сектора, на территории. Территориальная зона, они определяют функциональную зональность, а промышленная зона отделяют на жилую зону. Да? И в соответствии с этими зонами вы можете выбрать любой вид, установленный, где расположен ваш участок, в той зоне, в которой вы располагаетесь. И вполне возможно изменить вид, но, опять же, вид должен быть именно из правил землепользования застройки, установленный на этой территориальной зоне, в котором расположен земельный участок. Пыталась оформить документы на сайте «Дальневосточный гектар», и возникла проблема. Ошибка в размере участка. Получилось немного больше 1 гектара. Но когда я попыталась убрать свою ошибку, нажав соответствующую кнопку, то у меня ничего не получилось. То есть эта кнопка не работает. Обратилась в техподдержку по указанному телефону. Мне они пояснили, что нужно работать именно с этой кнопкой. Но дело в том, что я уже несколько раз пыталась работать с этой кнопкой, но она не работает. То есть эта ошибка у меня так и осталась. И в итоге я до сих пор не смогла зарегистрироваться на сайте. Ольга Васильевна, здравствуйте. Здесь, наверное, скорее всего, вопрос, когда вы вошли в сайт, начали рисовать земельный участок и отрисовали, скажем, чуть больше норматива, который установлен данным федеральным законом. Ничего страшного, если вы индивидуальное заявление, больше гектара нарисовали, программа вам дальше не позволяет подать заявление в связи с тем, что у вас предельные размеры нарушают. Да? В этой связи вы можете нажать на этот же участок
мышкой нажимаете на этот участок и уменьшаете, перетащив контур, угол вашего земельного участка, сократив площадь до установленных предельных размеров. То есть до одного меньше, ровно до 1 гектара, либо меньше. В этом случае появляется и проходит, нажимаете кнопку «Проверить», после чего система заработает и проверит. Если никаких других причин нету, у вас появится кнопка «Перейти», подача заявления, и вы должны нажать уже на эту зеленую кнопку. Здесь вам нужно уменьшить тот же выбранный вами участок до предельных размеров. Удачи!